Добрый вечер. В эфире телеканала Якутия-24 прямая трансляция с подмосковного полигона Валабино, где второй день проходят полуфиналы танкового биатлона в рамках армейских международных игр. Сейчас вашему вниманию предлагаем представление команд. Сегодня в полуфинале 4 команды, в том числе сборная Российской Федерации. Четвертая дорожка. Старт желтого цвета. Боливарианская республика Венесуэла. Первый экипаж. Командир танка старший лейтенант Кевин Дорген. Наводчик-оператор старший лейтенант Наваро Диего. И механик-водитель капитан Саларсана Вильфредо. Это второй полуфинал эстафеты танкового биатлона. И, внимание, звучит горн. Итак, друзья, звучит горн, знаменит уже на весь мир. Танковый биатлон стал врагами. Полуфинальная эстафета. Второй полуфинал. Команда России сегодня вступает. И в каждом полуфинале участвуют уже все 3 экипажа. В полном составе вся команда. Сегодня Армения, Россия, Монголия, Венесуэла. Ну что ж, поболеем за наших. Россия, вперед! Итак, друзья, несколько секунд остается до старта второго полуфинального заезда. Лично команду на старт дает главный судья соревнований. Сейчас на экранах генерал-майор Роман Александрович Пенюков. Итак, принимает доклады от судей о готовности начать заезд. Услышите уже ревут. Все участники принимают все участники принимают в этом заезде на наших танках Т-72 Б-3 840 лошадиных сил. Команда вперед на нас! Старт, второй этап, эстафета. Команда Российской Федерации, синий старт, вторая дорожка. И сразу посмотрите, как вырывается наша команда вперед. Друзья мои, будут выступать все 3 экипажа. Так, дан старт второму полуфиналу танкового биатлона в рамках международных армейских игр. Ну что ж, мы немного не целиком взяли представление команд. Я представлю, в каком танке какая команда. Чтобы вы понимали, флажок сверху, собственно, и определяет цветовую гамму той или иной команды. Синий флажок, танк с синим флажком – это сборная команда России. Танк с красным флажком – это монгольская команда. Танк с зеленым флажком – сборная команда Армении. И танк с желтым флажком – это у нас выступает сборная команда Венесуэла. Но я напомню, что 4-е армейские международные игры открылись 28 июля и закончится, торжественная церемония закрытия состоится уже через 3 дня, 11 августа. Игры, программа которых включает в себя 28 конкурсов, проходит одновременно на 24 полигонах в 7 странах мира. В них принимает участие свыше 30 команд, а если быть точнее, то 30 команд. Вернее, не 30 команд, простите, команды из 32 стран. Во втором полуфинале дисциплины танковый биатлон. На старт вышла, как я уже сказал, российская сборная. Наша команда является фаворитами. Ну и вот сейчас мы видим, наша команда идет по дистанции, проходит свои этапы, команда с синим флажком. Ну и еще раз напомню, что соперниками на данном этапе для нашей сборной выступают команды из Армении, Монголии и Венесуэлы. После предыдущих заездов россияне уверенно лидируют, заняв весь пьедестал по итогам индивидуальной гонки. На прохождение всей трассы у 3 российских экипажей ушло меньше часа, а лучшее время составило 19 минут и 37 секунд. Также был установлен рекорд скорости 75 км в час. Я напомню, что соревнования проходят на танках Т-72. К слову, в полуфинальную часть пробилось 12 стран, и сборная Китая, например, выступает на аналоге танка Т-72 собственной сборки. Все остальные страны пользуются российской техникой, танком Т-72. Но вчера в
первом полуфинале быстрее, точнее всех как раз оказалась команда из Китая. Их соперниками были Азербайджан, Иран и Кыргызстан. Китай, последняя команда, вообще была дисквалифицирована за нарушение условий проведения эстафеты. Что касается правил танкового биатлона, то они следующие. Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Все военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий, демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке. В состав каждой команды входит начальник команды, 4 экипажа танков, в том числе 1 запасной, 2 тренера и техническое обеспечение из 6 человек. Ну и танковый биатлон разделен на 3 этапа. Сейчас мы видим, команды находятся на рубеже, подошли на первый этап и производят стрельбу по мишени. Первый этап – это мишень, так называемый танк. Сейчас будем смотреть, как стреляет российская сборная. Ну, я думаю, после этого я более подробно расскажу, что представляют из себя эти мишени. Так, сборная России завершила стрельбу по первой мишени. Я еще раз повторю, что танковый биатлон разделен на 3 этапа. Первый представляет собой индивидуальную гонку, в которой принимают участие все команды. От каждого участвует по 3 экипажа, каждый на своем танке. Старт одновременно с интервалом в 1-2 минуты. На маршруте находятся 4 танка. Каждый экипаж должен пройти по 3 круга протяженностью 3-5 километров и выполнить 3 вида стрельб. Вот сейчас мы видим, как российская сборная осуществляет стрельбу по первому рубежу. Стрельба осуществляется на ходу. И, как мы видим, все 3 мишени нашей команды. Вот еще раз смотрим тоже стрельбу. Следующая мишень, также имитирующая танк. Точное попадание или все-таки был промах? Да, действительно был промах. Ну что ж, будем надеяться, на следующих этапах наша команда покажет другой результат. Итак, еще одна стрельба. Мишень танк. Да, в этот раз попали. Как мы видим, на рубеже мишень упала. Ну так, я расскажу немного про мишени. На первом круге стрельба выполняется из пушки 3 штатными артиллерийскими выстрелами по 3 мишеням. Так называемые мишени танк, она имитирует, ну, как вы догадались, танк противника. Во фронтальной проекции мишень устанавливается на уровне земли, и высота составляет 2 метра 37 сантиметров, а ширина 3,42. Удаление от мишени от 1600 до 1800 метров. На втором круге выполняется стрельба из зенитного пулемета по мишени вертолет. Ну, собственно, нетрудно догадаться, что мишень это имитирует вертолет. Так же, как и танк во фронтальной проекции. Мишень появляется на высоте 12 метров. Ну и, собственно, расстояние у нее до мишени от 800 до 1000 метров. Ну и на третьем круге экипажу необходимо поразить из спаренного пулемета мишень РПГ, имитирующую расчет ручного противотанкового гранатомета, изготовленные к ведению огня. Эта мишень устанавливается на уровне земли, ее высота и ширина составляет всего 85 сантиметров. И удаление от мишени от 600 до 800 метров. Вот мы видим, что экипажи идут к следующему своему этапу, к так называемому вертолету. И по картинке видно, что при прохождении круга экипажи преодолевают различные препятствия. Всего их на пути 10. На ваших экранах российский экипаж с синим флагом. Так вот, о препятствиях. Это участок заграждения и маневрирования, участок брод, вот только что, который прошла российская сборная, колейный проход в минно-взрывном заграждении, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, эскарп и косогор.
Всего, я еще раз напомню, проходит 10 препятствий во время каждого круга. Как мы видим на дистанции сборную команды Венесуэлы. Что касается результатов заезда, то результаты складываются из общего времени за прохождение дистанции и начисленного количества штрафных баллов. 12 команд конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, по итогам индивидуальной гонки проходят следующий этап соревнований. Мы с вами видим второй полуфинальный этап соревнований. Я еще раз напомню, что накануне состоялся первый этап, где уверенную победу одержала сборная Китая. Сегодня танкисты бьются за вторую путевку в финальную часть соревнований. Финал состоится 11 августа, также в Московской области. На ваших экранах сборная Венесуэлы, с желтым флажком. Так мы видим, как проходит сборная Монголии. Прошла препятствие Брод. И также продолжают двигаться к следующему кругу. Как мы заметили, сборная России пока идет впереди. Монголы в этой ситуации догоняющие. Итак, на ваших кадрах сборная команды Монголии продолжает свой этап. Уверенно, собственно, команда идет ко второму этапу вертолет. Я напомню, что команды проходят 3 круга. Если коснуться вообще армейских игр, я еще раз напомню, что это 4-е игры, инициатором которых выступила Российская Федерация, проходят на территории 7 стран. Председателем оргкомитета является лично министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Могу его процитировать. В этом году Сергей Кужугетович сказал уже, что в этом году вновь участвуют и сирийские военные. Цитата министра обороны. «Еще недавно, рискуя жизнью, они боролись с международным терроризмом, а сегодня успешно демонстрируют свои навыки в 3 конкурсах: танковый биатлон, мастера артиллерийского огня и глубина», сказал Шойгу. Я напомню, что в общем зачете лидируют пока российские военнослужащие. В Казахстане, это одна из стран, которая принимает международные армейские игры, среди расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколино» и «Охота», который проходил на полигоне Матабулак на юге Казахстана, хозяева, сборная этой страны, победила в этом этапе «Соколино» и «Охота». Российская команда оказалась на 2-м месте, и белорусы на 3-м. Ну что ж, мы видим на
изготовки сборную Армении. Это танк с зеленым флагом. Промчались мимо них сборная Венесуэлы. Желтый танк. Итак, армянские армейцы на изготовке. Да, я сейчас занят на трансляции, давайте. Смотрим сейчас танковый биатлон. Смотрим стрельбу. Я еще раз напомню, что стрельба осуществляется на ходу. Так, первый выстрел. Смотрим, будет ли опрокинута мишень. Да, мишень опрокинута. Сборная Армении поражает первую мишень. Подходит к следующей мишени. Все тот же танк. Так, выстрел. Режиссеры трансляции, к сожалению, увели картинку. Да, вот есть повторы, и сборная Армении поражает вторую мишень в дисциплине танк. Тем временем сборная Венесуэлы также двигается к своему следующему этапу. Ну, я продолжу делиться успехами команд на международных армейских играх. Как сообщили нашему телеканалу в пресс-службе Центрального военного округа, российские военнослужащие стали победителями международного конкурса «Отличники войсковой разведки», который завершился на полигоне Кольцово, который располагается в Новосибирской области. Всего командам этого конкурса предстояло пройти 5 этапов: десантирование, совершение марш-броска на 15 километров, выявить лучших в вождении боевых машин пехоты, продемонстрировать навыки боевой и физподготовки на комплексе препятствий тропа разведчика, выполнить индивидуальные и групповые стрельбы, а также преодолеть водную преграду вплавь, все на том же БМП. Я еще раз напомню, кто только что присоединился к трансляции на телеканале Якутия-24. На ваших экранах проходит танковый биатлон, полуфинал, где 4 команды бьются за одну путевку в финале этих международных соревнований, международных армейских игр. Итак, под желтым флагом Венесуэла, под синим флагом Россия, под красным Монголия, под зеленым Армения. Кто-то вот сегодня пройдет финальную часть соревнований. Я напомню еще, что накануне состоялся первый полуфинал, где уверенную победу завоевала сборная Китая. Танковый биатлон транслируемый в прямом эфире. К слову, мы единственный региональный телеканал во всей Российской Федерации, который имеет возможность показывать любителям танкового биатлона, любителям военных игр эти соревнования в прямом эфире. И мы вот видим, как стремительно к своему следующему этапу вертолета мчится сборная Российской Федерации под синим флагом. Танки Т-72. Все команды выступают абсолютно на одинаковых танках российской сборной, но за исключением сборной Китая. Как я уже и говорил, китайская сборная выступает на аналогах танка Т-72 своей сборки. Как мне подсказывает редактор трансляции, в продолжении цитат министра обороны Сергея Шойгу, Сергей Кужегетович заявил, что прошедшие этапы российских этапы вообще в принципе в 7 странах армейских международных игр демонстрируют возросший уровень мастерства участников. Но я еще раз напомню, что игры проводятся в 4-й раз. В этом году принимает участие 200 команд из 32 стран мира, и проходят эти соревнования на 7 полигонах
вернее, на полигонах 7 государств. То есть уровень действительно становится все шире, с каждым годом количество участников растет, и вместе с ним растет качественные показатели участников соревнований. Вот на ваших экранах мчится сборная Монголии на танке Т-72. Очередное препятствие проходит армянская сборная. Традиционно в этих соревнованиях, международных армейских играх, в лидерах, конечно же, сборная России. Собственно, пока текущее состояние дел говорит также о том, что в общем зачете лидируют пока российские военнослужащие. Ну, я не знаю, что должно такого произойти, чтобы наши ребята упустили свои лидирующие позиции. Будем надеяться, будем держать пальцы, скрестив за своих ребят. Но я еще раз повторю, что действительно качественно составы команд показывают все лучшие и лучшие результаты. Даже если сравнить результаты танкового биатлона, то 10 команд в четвертьфинале смогли пробиться, вернее, смогли поразить 9 и 10 мишеней из 12. Это наилучший показатель вообще за всю историю проведения танкового биатлона, что, в принципе, говорит о том, что в странах военные стали подходить очень серьезно к подготовке к этим международным соревнованиям. Как мы видим, на полигоне также стоят и запасные экипажи. Тем временем к стрельбе готовится сборная Венесуэлы на изготовке. Итак, на изготовке на ваших экранах сборная Венесуэлы, желтый танк, готовится осуществить свою стрельбу. Сейчас режиссеры трансляции нам покажут мишень. Так, благодаря GPS-трекингам вы сейчас можете видеть, где находятся экипажи команд. Сейчас по парам в полуфинале танкового биатлона команда Армения. Пока венесуэльские военнослужащие на изготовке, российский танк с синим флагом также движется к своим следующим стрельбам. Напомню, первая стрельба была по танкам, а сейчас она стремительно идет к вертолетам. Боевой стрелок по учению номер 25, это Дорогина, запустительного пулемета. Танка команды Армения. Российские военнослужащие прошли препятствие Брод.
Ну что ж, я еще раз напомню, что в полуфинал танкового биатлона пробились 12 команд. Сейчас мы наблюдаем за вторым полуфиналом. Какие-то проблемы, как мы видим, у сборной Венесуэлы, которая с желтым флагом. И поэтому, собственно, они такое долгое время находятся на изготовке. Вроде как танкисты венесуэльские решают свои проблемы. Тем временем сборная России проходит мимо стадиона. Надо, кстати, отдать должное. На полигоне, на трибунах, так скажем, импровизированный стадион. Довольно-таки большое количество зрителей. Людям очень полюбился данный вид соревнований, который зародился в России. Там же, кстати, судейская коллегия совещается по поводу венесуэльской команды. Я попрошу редакторов трансляции уточнить, что там происходит. Все никак не могут осуществить стрельбу, хотя уже, в принципе, стоят на изготовке. Брод прошла сборная Монголии, красный танк. Да, мы видим, что что-то действительно не так с Венесуэлой, но тем не менее остальные три экипажа, сборная Армении, сборная России, сборная Монголии, продолжают свои соревнования на дистанции. Какое примет решение по судейской коллегии, какое решение примет судейская коллегия по Венесуэле, пока сказать мы не готовы. Я еще раз напомню, что международные армейские игры стартовали в 7 странах 28 июля. Вообще всего задействовано в организации проведения армейских игр 23 полигона. То есть представляете, какие масштабы у этих соревнований. Мы видим, как на одном из кругов сборная России «Синий танк» обходит
сборную Армении. И, кстати, возвращаясь опять к рекордам данных соревнований, на одном из этапов во время танкового биатлона именно российская сборная установила рекорд скорости хода, показав результат 75 километров в час. Собственно, мы сейчас видим, что ребята наши уверенно идут. Тем временем сборная Венесуэлы борется с проблемами, которые у них возникли на дистанции. Так, мы видим сборную России. Проходит следующий этап. Передали эстафету и отправляются наши бравые военнослужащие вторым экипажем в танк. Я напомню, что в каждом этапе, в каждом экипаже по 3 человека. Всего экипажам предстоит преодолеть 3 этапа. Ну что ж, второй экипаж наш стартовал. Очень уверенно проходят они первое препятствие. Ну а мы наблюдаем на изготовке сборную Монголии. Что ж, они получили добро на стрельбу. И монгольский экипаж отправляется выполнять свое следующее задание. Сейчас мы получим вторую картинку. Итак, монгольские военные готовы исполнить стрельбу. Так, первый выстрел. И, как мы видим, мишень была поражена. Так, Монголия готовится осуществить свой следующий выстрел. Военнослужащие находятся на изготовке. Выстрел произведен по второй мишени. И выстрел также произведен успешно. Мишень поражена. Ну и последняя мишень на данном этапе для монгольских военных. Первые 2 успешно. Итак, смотрим.
выстрел произведен. Смотрим, была ли поражена мишень. Что-то есть определенные сомнения у меня, судя по картинке. Видимо, нет. Действительно, видимо, монгольская команда не справляется с третьей мишенью. Ну и, собственно, промах. Да, действительно, промах. 2 из 3 мишеней поражены. Ну что ж, уважаемые телезрители, я еще раз напомню, что на нашем телеканале проходила трансляция полуфинальной стадии танкового биатлона, который проходит в рамках международных армейских игр. Об итогах соревнований, о том, какое место, кто пройдет финальную часть, мы сообщим в наших выпусках новостей. Ну и следите за трансляциями, следите за ходом соревнований, следите за трансляцией на нашем телеканале и будьте в курсе событий. Удачи вам!